Долгожданный второй сезон Абхазской лиги КВН открылся под конец уходящего года. В прошлом сезоне в 1/8 встречались 9 команд. В этот раз изначально участвовать планировали 6, но в силу разных причин на сцене Государственной филармонии встретились только 4. 2 команды планируют присоединиться к следующей игре. У нас средний возраст это где-то 20-22 года. То есть студенты, которые заканчивают учебу. Ну и правда есть еще одна команда из Пицунды, они там школьники. Вновь хотят попробовать свои силы команда КВН из Творчала, «Дождевой удар». И 2, как бы новые команды, но по факту все те же старые лица. То есть там одна команда называется «Авангард», это столичная команда. Мы их называем сборная прошлого сезона. И команда КВН Сухумской общины Армянского района. В том сезоне они назывались Гумский уезд, в этом сезоне они называются Армянский двор. Армян много не бывает, они мир наш украшают, на рынке дела решают, гаишников уважают. Тра-та-та-та, выросла петрушка, а здесь кинза, а вот просто укропчик. Без чемпионов прошлого сезона сборная армянской общины Сухумского района представить себе второй сезон было невозможно. Несмотря на то, что в ходе генеральной репетиции травму ноги получил один из главных артистов команды, на котором было завязано большинство номеров и пришлось срочно переделывать программу, ребята из армянского двора не растерялись и сорвали шквал аплодисментов. Папа, сегодня я получил 5, за тему инноваций интервала расходимости, криволинейным экстремумом через область целостности. То, сынок, каждый индивидуум, критически мотивирующий абстракцию, не может игнорировать критерии утопического субъективизма, концептуально интерпретируя общепринятый фонизирующий талант. Команда из Творчала «Дождевой удар», которая в прошлом сезоне за малым не стала чемпионом, порадовала остро-социальной сатирой в музыкальной форме. Песенки про Лайбу Мэра и Хатуну с Мананой однозначно уйдут в народ. Хатуна с Мананой, смысл жизни так прост. Хатуна с Мананой, сплетни любовный рост. И грехи грязь всех обольют, потом еще одни и проклянут. Хатуна с Мананой, Хатуна, Мананой. Наша команда образовалась в том году, когда основная лига КВН распалась и больше не существовала. Но мы не пали духом, мы в Творчале устраивали всякие мероприятия. И как зародилось возрождение было Абхазской премьер-лиги КВН, мы, естественно, собрались силами и выступили. Мы довольны собой тем, что мы выложились на все 200%, можно сказать, и достойно показали то, что мы из города Творчал, и то, что в Творчал, то есть не город-призрак, и там живут люди, и занимаются чем-то, и город живет. Самая молодая команда в сезоне «Сейчас все будет» – это ученики 10 класса 2-й Пицунской школы. В прошлом году они попробовали свои силы в районных играх КВН и, одержав победу, решили выйти на республиканский уровень. Друзья, у каждого человека в детстве были определенные страхи, но с возрастом эти страхи не всегда проходят. Итак, представьте случай в семье. Мам, тут у меня под отделом какое-то чудовище! На какой живился, такая и есть! Мы в том году принимали участие в Гагринском районе в игре, победили игру, нам предложили принять участие в Абхазской лиге. Мы собрали участников из Пицунской средней школы номер 2, все мы одноклассники, но у нас есть еще маленький братик один, который участвует с нами. Закрывала игру самая большая команда в сезоне «Авангард». Набравшись опыта в разных командах прошлого сезона, ребята решили объединиться и нацелились на чемпионство. Конечно, мы уникальны. Это же мы умудрились провести 2 кинофестиваля, не имея ни одного кинотеатра. Это же у нас на набережной поезда ездят чаще, чем от вокзала. По итогам приветствия именно «Авангард» стал лучшей командой 1/8 второго сезона. Но затем в конкурсе «Разминка» недостающие баллы добрал «Дождевой удар» из Творчала. И столичной команде пришлось потесниться на первом месте. К 1/4 в сезон вольются еще 2 команды. Или даже 3.
Эта команда тоже участник прошлого сезона, команда КВН из Попаща, Обжива. К сожалению, в этот раз не получилось у них, но они обещали, я надеюсь, они к следующей игре к нам присоединятся. И еще одна команда, тоже столичная, она представляет отдел культуры администрации города Сухум. Команда называется «Культурные люди». Вот к следующей игре мы надеемся, что они тоже вместе с нами продолжат. И, возможно, добавится кто-то еще. Но об этом мы не можем говорить, потому что мы не знаем. Откровенно говоря, организация второго сезона Абхазской лиги КВН была под большим вопросом. И дело тут не в желании участников или организаторов. Без финансовой помощи компании «Аквафон», которая выступила генеральным спонсором второго сезона Абхазской лиги КВН, праздник юмора мог бы и не случиться. Этот проект актуален. КВН способствует развитию творческого потенциала нашей молодежи. Также КВН он собирает в одном месте, дает возможность выступить нашей перспективной, толковой молодежи. И наша компания «Аквафон» всегда пытается оказать помощь нашей талантливой, одаренной молодежи. Согласно новым правилам Абхазской лиги КВН, все команды, которые заявились во второй сезон, до полуфинала выбывать не будут. Баллы, полученные в ходе игр, суммируют и так определят две команды, которые выйдут в финал. Еще одна команда станет финалистом в результате зрительского голосования в социальных сетях. Надежда Боровикова, Сосрыкова Гуфа, Абаза ТВ.